Дорогие друзья, 3 месяца назад мы опубликовали наш видеоролик о закрытом клубе путешественников Travorrium. И за это время натикало почти 40 тысяч просмотров и более 700 комментариев. Комментарии делились в основном на две части. Первая часть — это те люди, которые защищали Travorrium и обвиняли меня и Стоп-пирамиду в том, что это проплаченный материал. Проплачен он некими конкурентами Travorrium, я не совсем понимаю какими. И, конечно же, были в изобилии разного рода оскорбления, дескать, ты дебил, не понимаешь ничего в сетевом маркетинге и так далее. И вторая часть комментариев — это комментарии, где нас люди благодарили за подробный разбор и за то, что мы их предупредили о возможных рисках. Мы подробно изучаем постоянно информацию о закрытом клубе путешественников Travorrium и в последнее время видим всплеск активности в связи с тем, что некий амбассадор Travorrium Виктор Высоцкий, который перебежал в другой закрытый клуб путешественников, который называется MVR Life, и увел за собой толпу народу из Travorrium. И что самое интересное, публично он очень нелестно выражался о Travorrium, даже приводил определенные интересные сравнения. Вот посмотрите такой момент в видеозаписи. Современнее, что есть приложение мобильное для бизнеса, приложение мобильное для продукта. Ну это просто как вот Porsche и Opel. Porsche и Opel. Далее, сравнив Travorrium с Opel, а MVR Life с Porsche, Виктор Высоцкий на этом не остановился и сообщает нам, что у Travorrium в связи с пониженным рейтингом есть даже риск банкротства. Посмотрите видео. Хотя можно загуглить рейтинги, посмотрите. Рейтинг предыдущей компании B — это как риск банкротства, да, а рейтинг этой компании A2+. Вот о чем, как можно это сравнивать просто. В этот же момент в социальных сетях завирусился хэштег «Я с Travorrium». И так называемые амбассадоры и прочие сектанты, которые привержены данному продукту, они публиковали посты, где призывали всех оставаться вместе с этим закрытым клубом. Это опять же несмотря на то, что агентство по финансовому мониторингу в своем официальном ресурсе боте «Байка Пирамида» обозначает Travorrium как проект с признаками финансовой пирамиды. В свою очередь, так называемый создатель Travorrium Дэвид Харт публикует в социальных сетях, что посты, что, дескать, львы — это не овцы. Видимо, называя львами тех людей, которые готовы остаться с Travorrium и продолжать туда тащить полуграмотных людей, чтобы они оплачивали подписку, которой, возможно, никогда не воспользуются. А в качестве овец, видимо, он обозначал тех, кто уже сбежал в компанию MVR Life. Здесь сразу приходит на уста метафора. Кто же все-таки эти люди, которые сбегают из Travorrium? Подлые крысы или дальновидные стратегии? И их с каждым днем все больше, больше и больше. А давайте теперь посмотрим, какие комментарии оставляли те люди, которые ругали нас за так называемое несправедливое и проплаченное видео и называли идиотами и дебилами за то, что мы раскритиковали Travorrium и задали очень неудобные, в том числе юридические вопросы. И призывали, кстати, всех этих сектантов во главе с Дэвидом Хартом обратиться на нас в суд для того, чтобы обязать меня опровергнуть эту информацию. Чего, конечно же, Travorrium не сделал и тем самым подтвердил стопроцентность моей правоты. Двигаемся далее. Посмотрите, пожалуйста, на комментарии, которые оставляют люди, которые ранее нас поливали дерьмом и говорили, что мы публикуем проплаченный контент, не понимая ничего в многоуровневом маркетинге. Вот читайте. А теперь посмотрите на этого же персонажа, что он пишет о Travorrium спустя 3 месяца. То есть он в воздухе переобулся и теперь говорит совсем обратное. За что ему, конечно же, большое спасибо. Дабы не быть обвиненным в рекламе так называемого очередного закрытого клуба путешественников MVR Life, давайте разберем его на части. В социальных сетях фигурирует некий Александр Перевезенцев. С его именем многие пользователи социальных сетей связывают деятельность большого количества скам-проектов и лохотронов. Кроме того, люди публикуют информацию о том, что в отношении этого человека неоднократно возбуждались различные судебные разбирательства. Давайте посмотрим черный список агентства по регулированию и развитию финансового рынка, который является финансовым регулятором у нас в стране. И у этой организации есть свой черный список, где, кстати, удобно расположился тот самый проект MVR Life. Таким образом, получается, что, на мой взгляд, люди поменяли шило на мыло. Они из Travorrium сбежали в другую структуру вместе со своей паствой, со всеми своими рефералами. И, несмотря на это, данный проект также находится в черных списках, как и Travorrium. Поэтому, дорогие друзья, всех перебежчиков поздравляем еще раз. Кроме того, в социальных сетях мы видим жалобы тех людей, которые перебежали из Travorrium в MVR Life. Люди сообщают, что их счета терминированы и вся подписка канула в лету, то есть они потеряли свои деньги. Мы обращаемся ко всем подписчикам Travorrium, которые поменяли свою прописку. Сообщите нам, пожалуйста, на самом ли деле вы потеряли деньги, которые ранее вносили в качестве ежемесячных взносов или вступительных взносов. Нам очень интересно. Таким образом, давайте суммируем, дорогие друзья. Еще раз, первое.
Травориум продолжает находиться в боте Байка Пирамида, агентство по финансовому мониторингу нашего правоохранительного органа, который непосредственно подчинен президенту, с признаками финансовой пирамиды. Посмотрите на этот скриншот, потрудитесь своими ручками и перепроверьте сами, если вы не верите. Потому что очень многие говорят, что я вру, и при этом даже не утруждались перепроверить эту информацию. Следующий момент, второй момент. Зайдите, пожалуйста, на сайт агентства по регулированию и развитию финансового рынка, откройте вот этот вот черный список, посмотрите на его длинное интересное название и пролистайте вниз. Вот она компания МВР Life, которая значится в этом черном списке. Третий момент, дорогие друзья и наши любимые хейтеры, сообщаем, что весь этот материал, все видеозаписи запротоколированы нотариусом, и мы готовы к любым разбирательствам, что с Травориумом, что с МВР Life. Дорогие друзья, на этом мы не останавливаемся и будем продолжать освещать ситуацию вокруг Травориума. В случае, если у вас есть интересная информация для широкого круга зрителей, можете ее сообщить нам.